В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Два автомобиля столкнулись в поселке Чульма Мирнгринского района. Есть один погибший. Россияне смогут получить налоговый вычет по упрощенной схеме. В Якутске прошел мастер-класс по здоровому питанию для многодетных мам. Один человек погиб в ДТП в результате столкновения двух автомобилей в Мирнгринском районе Якутии. 20-летний водитель машины УАЗ-2206 не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Nissan Премьера Камина. В результате столкновения 40-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении иномарки, от полученных травм скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, оба водителя имели признаки опьянения. 98 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Так, в Якутске 55 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 27, в Татинском 4 инфицированных, в Намском и Алданском районах по 3 случая заболевания, в Сунтарском районе 2, в Алайховском, Горном, Кобяйском и Чурапчинском районах по 1 заболевшему. За сутки лабораториями республики проведено 2328 исследований. Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор. Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток. Результаты тестов нужно загрузить на портал госуслуг. При этом до получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта. Ранее требовалось сдавать только один анализ на коронавирус в течение 3 дней после возвращения в Россию из-за рубежа. Исключением были 2 страны – Турция и Танзания. Прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды. Хвост ледохода на реке Лени находится в 102 километрах ниже населенного пункта Жигалово в районе Коношанова. Динамика за сутки 32 километра. Голова ледохода находится в районе города Усть-Кут. На протяжении 267 километров отмечается ледостав с полыниями до 70%, редкий ледоход 20%. На реках западных и верхнеленских районов области наблюдается чистая вода. Остаточные забереги, местами ледоход до 50%. Ледостав с полынями и закраинами от 30 до 50%. На реках центральных и северных районов области ледостав с закраинами и полынями от 10 до 50%. Местами подвижка льда, вода на льду. Сервис для борьбы с телефонным мошенничеством запустят в России. Он получит название «Антимошенник» и будет внедрен в мобильное приложение МВД. Сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Отмечается, что в прошлом году телефонные аферисты похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. При этом чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Средний ущерб граждан на телефонных мошенников в 2020 году варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. Россияне упростят получение налоговых вычетов. Теперь гражданам не придется заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС. Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся с 4 до 1,5 месяцев. Многодетным разрешили направлять субсидии на погашение ипотеки под строительство. Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий цели ипотечного кредита по госпрограмме. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Напомню, что в России с сентября 2019 года действует программа по поддержке многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с начала 2019
2015 года до конца 2022 года родился третий и последующие дети. До последнего момента целью кредитного договора могла быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства, земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства. Опекунам и попечителям упростили оформление пособий и льгот. Чтобы получить меры социальной поддержки, льготникам больше не нужно собирать документы. Госорганы сами запросят всю информацию через единую государственную информационную систему социального обеспечения, а ответ выдадут через портал государственных услуг. Госуслуги также подружат с другими ведомственными порталами и информационной системой МФЦ. Это позволит гражданам получать больше услуг в одном электронном окне. Стартовало финальное голосование конкурса 100 общественных инициатив. Победители будут определены по 3 категориям. Общественные инициативы республиканского, районного и местного значения. Отдать свой голос можно на сайте yakutiadaily.ru. Все финалисты конкурса будут включены в книгу почета к столетию образования Якутской ССР в 2022 году. В Нидерландах в районе города Эйндховен построили 5 первых домов, напечатанных на 3D-принтере. В минувшую пятницу в один из них уже заселились жильцы, местная пара пенсионеров, рассказывает Артем Сторонов. Элиза Луц и Гарри Деккерс, пара пенсионеров из Нидерландов, в пятницу заселились в свой новый дом. Его особенность в том, что все несущие конструкции были напечатаны на 3D-принтере на заводе и затем собраны уже на месте. Новые жильцы остались довольны результатом. Красиво, все очень красиво. И эти неровности на стене, как будто принтер остановился и пошел дальше. Мне очень нравится. Я чувствую себя здесь комфортно. Цвета просто великолепные, очень чистые. Дом площадью 94 квадратных метра был возведен в рамках пилотного проекта Технологического университета Эйндховена. Всего было построено пока только 5 таких зданий, но в будущем инженеры надеются, что эта технология станет на поток. Эта небольшая конструкция позади меня олицетворяет собой огромный шаг в сторону высококачественной промышленной индустрии. Благодаря цифровым технологиям мы принесли в обычное строительство универсальность, устойчивость и заботу о здоровье. По словам авторов проекта, дом полностью соответствует принятым в стране стандартам строительства, а в будущем, по мере накопления опыта, такие здания будут становиться все более сложными. Благотворительный мастер-класс проекта «Умное питание» для многодетных мам состоялся в Якутске. Проект в этом году проводится в 4-й раз по инициативе поликлиники номер 1 совместно с окружной администрацией Октябрьского округа. В мастер-классе принимали участие вакцинированные 15 матерей из клуба многодетных мам. В мероприятии соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Напомним, проект 3 года назад стартовал с акцией для детей и выпускников школ, затем для пожилых людей и в позапрошлом году для онкологических больных. Проект, наконец, после уже 2-го года молчания мы решили сделать для многодетных мам в связи с тем, что государственная политика у нас направлена на улучшение демографической ситуации. У нас многодетных мам в городе Якутске очень много. Они совмещают не только работу, на которой очень хорошо работает, но и совмещают семейную жизнь. И зачастую очень сложно бывает приготовить еду и для себя одновременно, и для детей. К сожалению, у детей сейчас у многих имеются патологии определенные, и поэтому тоже есть определенный режим питания. Мастер-класс по приготовлению вкусной и полезной еды в условиях постпандемии показал известный бренд-шеф Павел Габышев. Под его руководством участники приготовили несколько полезных и простых в приготовлении блюд: овощное спагетти с курицей, бисквит кулинарный спонж, кокосовую сгущенку и цитрусовый лимонад. Все участники подчеркнули новые знания, а также открыли для себя совершенно новые подходы к приготовлению пищи из продуктов, доступных каждому. Так как у нас очень долгая и брутальная зима, мы должны потреблять очень много мяса, рыбы, но потребляем, к сожалению, очень мало овощей. Вот, и поэтому мы решили сделать такое интересное овощное спагетти, да, дабы популяризовать овощи, потому что из овощей достаточно очень сложно готовить какие-то блюда. Вот, и
Я думаю, будет очень интересно. Городу вообще нужны такие мероприятия, связанные с кулинарией, с едой. Ведь у нас очень богатый край, очень много рыбы, мяса, и почему-то это все, это же нужно пробовать. Сегодня у православных христиан Пасха. Праздник также известный как Светлое Христово Воскресенье. В этот день в православных храмах страны проходят праздничные богослужения. В историю и традиции этого светлого праздника углубилась Виктория Федорова. Праздников праздник, так православные христиане именуют этот день. Под звон колоколов Преображенского собора люди с утра собрались на освящение крашеных яиц и куличей. В этом году, когда пандемия еще не закончилась, обряд освящения пищи на улице – обязательная рекомендация для всех храмов. Священник окропляет святой водой, исполняя при этом главное пасхальное песнопение. Христос воскресе! Начинают отмечать этот праздник с участием в пасхальном богослужении, которое проходит в ночь на первое воскресенье после наступления весеннего полнолуния. Вся пасхальная неделя считается как один праздничный день. Но надо не забывать, да, что если есть возможность, все-таки посетите храм. Божественная литургия совершается вообще каждый день, да, обычно, кроме нескольких дней в году. Но вот сегодня она особая, она особо долгая, много произносится, много читается, много поется, очень красиво. Освященный пасхальный кулич символизирует для христиан присутствие рядом с ними Господа, окрашенные яйца – возрождение новой жизни. Сегодня у всех прихожан пожелание одно – чтобы все были здоровы и счастливы. Здоровья всем, чтобы никто не болел, взаимопонимание, чтобы люди добрые были друг к другу. Праздник Пасхи – это самый светлый праздник, поэтому готовили своих детей тоже. Это торжество над смертью. Это понятие очень большое имеет значение. Чтобы все были здоровы, чтобы все очистились от своих грехов, чтобы в доме было чисто, чтобы на душе было спокойно, чтобы скорее отошел от нас ковид. Как всегда, конечно, заводим тесто, ставим опару, печем куличи, красим яйца. И вот сегодня пришли в этот праздник осветить это все, чтобы вместе собраться с родными за праздничным столом. Поздравляем со светлым праздником Пасхой. Христос воскресе! Следом за Пасхой на 9-й день после Воскресения Христова православные отметят и традиционный родительский день. В этом году этот день выпадает на 11 мая. Виктория Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.